Вообще. Вспоминаете ли вы этот спектакль? Еще раз. Такой материал. Ну, что тут скажешь? Помню все четко. 2010 год. Почему я согласился? Только лишь по одной причине, потому что практически в этот спектакль меня привела моя театральная мама Валентина Григорьевна Еременкова. Если бы это был любой другой человек, я не думаю, что я бы согласился. Я бы не доверился, наверное. Но зная Валентину Григорьевну, на тот момент уже 13 лет, я понимал, что эта женщина не допустит какой-то, так сказать, пошлости на сцене и так далее. Когда мы репетировали очень сложно, пьеса вообще не смешная. Она просто не смешная. Там как бы просто вот, ну, и мы вот репетируем, ну, в общем, как будто картошку делим. То есть вот как бы тебе глубине, мне глубине. Что-то как-то скучновато, все ужасно, ужасно. Это было, в общем, ничего мне было, вот самый такой классный момент сейчас, это уже совершенно очевидно, когда ты репетируешь, да, и, ну, так вот ты с пенсионерами был, так, в общем, любой примерный спектакль, да, вот ты выпускаешь, и ты как бы ты там, так сказать, что-то, предположим, что-то знаешь о профессии и так далее, но вот этот момент, когда ты, случается премьера, и будет отклик, не будет, он всегда волнительный. Хочешь ты или не хочешь, ты не понимаешь, будет это. И поэтому, когда мы отрепетировали, у нас тоже там были, значит, вот, нехватка времени, несмотря на то, что мы долго репетировали, но КЗ, аренда и так далее, то есть у нас какие-то часы буквально на сцене, мы что-то все нервничаем, ну как бы мы же выходим, как бы все. Валентина Григорьевна, как командор, она такая, типа, спокойно, типа, ребята, спокойно, медленно. Проходим все, что нам нужно, никуда не торопимся, не надо меня торопить, как бы все. Конечно, Григорий, не надо вас торопить. Да, и все, значит, все, она, ну, предводитель, значит, предводитель, и вот этот вот, и мы выходим, отыгрываем эту драматическую историю, и потом, значит, там, сколько там, полчаса у нас было этих танцев, сняли трусы. О, Господи. 1200 взрываются. 1200 мест. Ну, то есть понятно, что, значит, это практически женщины. Мужчины как-то, ну, глупо. Спектакль, что вы там должны видеть. Вот. И Валентина Григорьевна было хорошее любимое слово. Она такая: ребята, я ставлю про подранков. Понимаете, вы подранки. Вот мужик, растерзанный мужик. А растерзанный мужик, значит, Константин Воронов был самый старший, Костику было там 50, мне 38, значит, ну и там, значит, ребята, значит, помладше, то есть был Костик, потом я москвичек, и потом ребята, так сказать, посвежее. Вот. И в общем, и вот этот вот, в общем, амплитуда была как после Монте-Кристо, вот такие есть два таких у меня факта в жизни, да, то есть на следующий, буквально мы сыграли этот спектакль, да, ну, естественно, это долго все было, значит, сначала была одна программа, потом она удовлетворяла антрепренеров, был приглашен, значит, еще антрепренер, не антрепренер, а хореограф из Одессы, вот, приехал, уже сейчас не вспомню имя, значит, мейстер, прекрасный парень, и, в общем, это все было взаимодействие, мы очень так подружились на тот момент, сыграли мы спектакль, вот что, значит, вот что слава с людьми делает. Значит, сыграли мы спектакль, большой подъем, проходит немного времени, и, значит, у нас гастроли. Мы едем, никогда не забуду этот спектакль. Второй спектакль у нас в городе Борисове. И мы, значит, я не знал, что такое город Борисов, понимаешь, что это промышленный городок. Приезжаем мы в этот Борисов. Но в Борисов мы уже приехали стриптизеры. Мы уже понимали, что, как бы, ну, ребята, у нас-то успех. Но мы не ожидали, потому что мы попали
ну, условно говоря, по-моему, это был день города, женщины были на веселе. И история про подранков не актуальна. Поэтому призыв о снятии бельишка прозвучал где-то на 15-й минуте от начала выступления. Мы как-то скуксились, поняли, что мы не ожидали, что, так сказать, ну, как такое может быть? Это же сердце молодого теленка, а вы тут как бы мне вот про развязку. Зачем мне все это? Я не могу так работать. В общем, мы были обескуражены, потому что, ну, собственно говоря, это был жизненный урок. Что как бы, надо как-то историю быстро рассказывать, потому что иначе мы все равно обречены невниманием. Вот. Поэтому, ну, в общем, это было классно. Это было куражно, молодо, весело, задорно, и поэтому что скажешь. Да, такой эпизод имеется в моей жизни, я его не стыжусь. Мало того, у меня была замечательная история, это действительно, это факт. Когда я получил звание заслуженный артист Республики Беларусь, мне вручал звание Александр Григорьевич Лукашенко.